Всем привет! Мы будем делать такую собаку из старых газет. А я сейчас сделаю туловище. Я нарисовала форму для этого и вырезаю ее. А я нарисовала карандашом форму туловища. Сейчас я вяжу голову. Я сейчас начинаю рисовать уши. А сейчас я начинаю их вырезать. Я начинаю вырезать носик и глаза. Я сейчас вырезаю белую часть глаза, потом буду вырезать зрачок. Я сейчас буду вырезать зрачки. Я загибаю бумагу, чтобы зрачки получились одинаковыми. Я сейчас буду приклеивать зрачки и глаза. Я сейчас делаю ротик. Он маленький, треугольной формы. Я сделаю повыше, чтобы приклеить ножки. Мы вырезали все детали и будем сейчас приклеивать. Сначала мы приклеим большие детали, и потом уже будем мелкие. Ага, я сейчас буду приклеивать голову. Сейчас буду приклеивать уши. Теперь я буду клеить глазки. Осталось приклеить только нос и рот.
Теперь я приклеиваю ноги. Мы сделаем последний штрих, это блики. И немножко фломастером подрисуем подбородок. Да, я возьму белые кусочки из газеты и вырежу маленькие кружочки. И мы сейчас приклеим. Сейчас мы будем рисовать подбородок. И сейчас я здесь нарисую полоску между ртом и носом. И ставлю свой авторский знак. И вот мы сделали аппликацию щенка из старых газет. Я сделала аппликацию своей кошки во время карантина. Я уехала в деревню, моя кошка осталась дома, потом соскучилась. Ей 5 лет, в этом году исполнится 6. Еще она любит залезать ко мне, когда я сплю. Моя старшая сестра взяла ее у своего друга, когда я пошла в 1 класс. Она была с размером моей ладони, и она тогда еще не понимала, что происходит. Она грустная, потому что сейчас карантин еще, и меня дома нет. Это моя кошка, ее зовут Милка. Я ее сделала, когда она была еще маленькой. Она очень любит играть, всякие игрушки. Поэтому она часто нападает на елку и ворует оттуда шарики, чтобы катать их по полу. Ее характер очень игривый и очень-очень злой. Сейчас у меня занимается 3 класс, и во время карантина мы с детишками делали разные интересные работы, в том числе аппликация домашних животных. Прежде чем начинать эту работу, дети выполняли зарисовки карандашные, наброски своих домашних питомцев, кошек, собачек. Затем на основе этих рисунков мы выполнили аппликации из старых газет. И получилось так, что во время карантина были закрыты магазины художественных товаров, и у многих детей не оказалось ни красок, ни фломастеров, ни карандашей. А старые газеты, старые журналы, конечно, у всех были дома, поэтому вот такая тема как раз была очень доступной для детей. Мы уже все сидели у себя дома, в квартирах, и даже запрещалось же иногда выходить. Поэтому, а домашние животные, они были всегда рядом с нами, поэтому было очень удобно их рисовать. И поэтому такое задание у нас получилось.